Ну, здесь сейчас можно видеть бум в мире фронтенда, как у нас появился платформа Node.js, теперь IO.js, и мы можем писать консольные инструменты, используя привычный нам JavaScript. Также стоит забывать про браузерные инструменты, то есть инструменты разработки, которые сейчас есть в любом браузере, и какие-то плагины, которые делают решают более узкие задачи. Инструментов очень много, они решают очень много задач. Это и автоматизация, это и оптимизация кода, поддержка единого стиля написания и так далее. Я не буду о них подробно рассказывать, так как это уже сделали другие люди, сделали хорошие очень доклады. Здесь я привел всего лишь несколько из них. Это Роберт Харитонов и Ади Османи, и вот Рома Сальников рассказывал про браузерные инструменты. В общем, если хотите упростить и улучшить свой workflow, то есть процесс разработки фронтенда, то обязательно посмотрите все доклады. Но я хотел, на самом деле, чтобы вы посмотрели на проблему разработки немножко шире. То, что инструменты, на самом деле, являются не только вот привычными нам вещами, но также все, что позволяет нам достигать конечных целей, то есть сделать хороший продукт. И поэтому сюда же попадают и фреймворки, попадают методологии, попадают подходы, алгоритмы, в общем, все, что делает, участвует в разработке. Ну, возвращаясь к такой инструменты, про что будем говорить, у нас возникает проблема выбора. Как же выбрать? На самом деле нет серебряной пули, у каждого своя задача, свои условия, то есть список поддерживаемых браузеров, какие-то особенности организации процесса разработки и так далее. Поэтому нужно выбирать по другим некоторым критериям те вещи, которые подходят именно вам. Как же выбрать, собственно? Часто выбирают по не совсем правильным критериям, то есть смотрят на популярность решения, смотрят, насколько подходит синтаксис, насколько он нравится лично вам, и также учитывать чужое мнение авторитетное. В итоге получается, что у нас есть множество различных инструментов, все они популярные, все они распиаренные, но мы не можем в итоге сделать хороший продукт. Здесь я хотел бы рассказать несколько грустных историй, они такие бывшие жизненные истории. Например, на моем бывшем месте работы использовался тоже популярный фреймворк, и вот все поначалу было здорово, весело, и когда стала проблема, что нужно отобразить большой длинный список. Ну, в принципе, как первый докладчик рассказывал, да, примерно такая ситуация. И получилось так, что браузер 2-3 секунды просто висел. Это не могло устраивать никого, поэтому чем закончилось? То, что бэкэнд поставил задачу отдавать список по частям, на клиенте сделали тоже пагинацию, цель показывать по частям. В итоге, то есть и бэкэнд, и фронтенд получили новые задачи, при этом фронтенд потерял независимость от бэкэнда, так как нужно было для каждой операции, при изменении сортировки, постоянно запрашивать новую порцию данных. То есть возможность сделать какие-то богатые новые интерфейсные решения уже пропала. Другая история, она встречается достаточно часто. Вместо того, чтобы взять какой-нибудь компонентный библиотеку или фреймворк, берут более дешевое, простое решение и создают собственное компонентное решение. Получается не очень выразительные абстракции, в итоге приводит к тому, что у нас много всякого повторяющегося кода. Эту проблему мы решаем тем, что берем какой-нибудь более компактный язык, например, CoffeeScript или LS, Stylus, чтобы писать CSS. В итоге это приводит нас к тому, что нам необходимо использовать препроцессоры, то есть у нас, чтобы увидеть наш результат, нужно обязательно использовать сборку, что затормаживает наш workflow, потому что это требует какого-то определенного времени. Историй достаточно много, думаю, что у вас эти проблемы тоже возникают. Но не все на самом деле знают, что та ситуация, которая сейчас есть в вашем workflow, это может быть на самом деле проблема. Поэтому есть главный point, то, что не нужно выбирать что-то одно по каким-то определенным критериям. Нужно выбирать все вместе, целиком, посмотреть, насколько это все вместе стыкуется и работает эффективно. Я выделяю для стека разработки следующие критерии, их на самом деле, наверное, больше гораздо. Во-первых, наш инструмент и наш стек должен экономить время, то есть мы должны быстро достигать своих целей, решать какие-то задачи. Но здесь на самом деле экономия времени не только в том, что инструмент какой-то сокращает время, допустим, автоматизации, да, но еще также в процессах. То есть, например, если у вас есть сборка, и она занимает какое-то время, в топку сборку. То есть вы выкинете просто этот процесс как таковой, вместо того, чтобы пытаться его оптимизировать.
Другой момент — это сложные интерфейсы. Здесь имеется в виду не только как бы сам фреймворк или библиотека, которые представляют уже готовые сложные компоненты, но также еще и инструменты, которые позволяют вам заглянуть под капот, то есть посмотреть, как же устроен этот компонент, все ли мы правильно написали и все работает оптимально. Если таких инструментов нет, то в какой-то момент нам будет сложно искать какие-то проблемы, ошибки, и, соответственно, мы, скорее всего, откажемся от сложных компонентов в пользу более простых, тем самым потеряв определенный user experience. Про качество здесь можно говорить про тесты, то есть тестирование, да, это такой прямой инструмент, которым обычно оценивает качество. Но сюда же тоже нужно отнести линтеры, да, то есть программа, которая проверяет, все ли правильно у нас написано. Сегодня существует много достаточно линтеров, но они все обычно нацелены на какой-то один язык, обычно это в рамках одного файла делаются проверки. Но на самом деле линтеры, они должны решать более глобальные задачи и анализировать проект целиком, то есть все технологии, которые используются, как это все хорошо увязано или нет ли у нас там ошибок. И более того, даже советовать делать какие-то решения более просто и более эффективно. Ну и вдохновение, хоть оно здесь стоит на последнем пункте, оно на самом деле самым важным является. Потому что если вы вдохновлены тем, что вы делаете, вас драйвит, то, соответственно, вы можете делать гораздо больше и придумать более гораздо крутые штуки. Но об этом будет немножко попозже. В идеале, конечно же, все должны подобраться все инструменты, которые позволяют решать эти проблемы. То есть экономить время, получать хорошее качество и вдохновлять. Но это бывает не всегда. И тут мы плавно переходим к секции, которая называется «Сделай сам». Чтобы вам продемонстрировать некоторые идеи, повторить их примером, я написал ряд инструментов к этому докладу. На самом деле нет. В общем, приступаем. Здесь главное понимать, когда мы начинаем писать свой инструмент, неважно какого это будет рода инструмент, зачем это делаем, для чего мы создаем новую вещь. Сейчас уже есть много решений, может стоит взять какое-то другое чужое решение. Но если мы делаем, понимаем недостатки этого инструмента и знаем, как его улучшить, мы чувствуем все силы, то почему бы и нет. Главное решать проблемы, а не создавать новым тем, что мы создали еще один инструмент, который будет создавать проблемы другим разработчикам. При создании своих инструментов я определяю определенный набор критериев, принципов, которым должны следовать инструменты. Это автоматизация, отсутствие необходимости делать определенные вещи, ускорение процессов, отсутствие ожидания, наглядность, быстрая навигация и анализ. Сейчас рассмотрим все эти пункты поподробнее. Но автоматизация, наверное, самая очевидная вещь. Сегодня уже все привыкли к таскрамерам, вообще написанию каких-то скриптов. То есть это возможность избавиться от любой рутины. То есть если вы что-то делаете ручками, это легко сделать автоматически, напишите скрипт один раз и сэкономьте себе время. Второй момент — это то, что не делать многие вещи, которые вот мы привыкли делать, которые можно на самом деле приложить на инструменты. Например, та же самая сборка, да, мы привыкли, что нам нужно делать процесс сборки, чтобы видеть то, что мы сейчас вот разрабатываем. Можно от него отказаться, просто выкинув этот процесс, и, соответственно, у вас уже не нужно будет ждать, пока вы увидите свой результат. Опять же, не нужно помнить всю кодовую базу, как у вас устроен проект. Для этого должны быть инструменты, которые могут вам подсказать, рассказать, где что лежит и как это все дело работает. Ну и так далее, и так далее. По поводу ускорения процессов здесь уже давно все придумано. Используем всякие штуки вроде параллельных вычислений, кэши, предобработку. Все то, что позволяет нам опять же не ждать, чтобы увидеть результаты и, в общем, добиться своей цели. Сейчас будет небольшой демо. В общем, про отсутствие сборки. У нас есть некоторые приложения. Если мы не делаем сборку, то у нас в большом приложении очень много файлов, это будет загружаться все очень долго, и будет много запросов на сервер. Пардон. В общем, что-то не удалось. В общем, смысл такой, что на самом деле там загружается в районе 200 файлов, что на самом деле очень медленно. Ну, если... Нет, в общем, до этого пробовал, все было нормально. Но если мы загружаем второй раз, мы можем видеть, что запросов всего лишь в районе 14.
Все благодаря тому, что сервер запоминает, какие мы файлы запрашиваем, и делает автоматический кэш. Можно увидеть такой файлик, ресурс кэш, в котором, в принципе, лежит просто карта, файл и, собственно, его контент. Таким образом, нам не нужно теперь собирать постоянно этот быстрый процесс, то есть такая лайтовая сборка. И в итоге мы ускоряем загрузку. Другой момент, например, то же самое сборка. Да? Мы привыкли, что мы указываем в конфигах, где какие файлы у нас лежат, что с ними нужно делать. Это может делать, в принципе, сборщик самостоятельно, анализируя наш код. В данном случае есть какое-то приложение, сейчас внизу показывается исправление граф зависимости этого приложения. Пока это всего лишь одна точка красная, так у нас одностраничное приложение, это индекс HTML, нет других файлов. Почему так происходит? Потому что я специально закомментировал код, то есть подключение скрипта. Если я скомментирую и перезапущу сбор информации о проекте, то можем увидеть, что у нас появилось две новые точки. Это как раз таки сам фреймворк и какой-то базовый файл приложения, то есть исходная точка приложения. Опять же, больше нет других файлов, потому что я, опять же, закомментировал код и в этом файле. Если начну потихоньку раскомментировать его и перезапускать анализ, можно увидеть, что добавляются еще новые зависимости. Продолжим это делать. Зависимость становится еще больше, так как это там много очень модулей используется. Но если все это дело раскомментировать, то мы получим полный граф приложения. То есть мы увидим, какие файлы используются, там есть стрелочки, то есть какие есть зависимости, вот примерно такой граф. Разные цитаты отображают разный тип контента. То есть это шаблоны, скрипты, стили и так далее. Таким образом, мы не думаем о том, что где лежит, мы просто пишем код, подключаем модули в нашем коде, а сборщик это видит таким образом такой граф, и потом его оптимизирует и делает минимальную сборку. Причем это как раз было про первые 3 пункта. Если посмотреть подробнее, то как раз таки вот, автоматический процесс сборки, то есть мы не объясняем, мы также не объясняем сборщику, где что лежит. Это все делается на уровне анализа, мы просто пишем код. И мы можем собирать, то есть собираем только перед тем, как выкладывать в релиз приложение, а в разработке у нас все это делается, в общем, без всяких ожиданий.